Мы с Иваном решили поехать домой к Марии, чтобы проверить, что там происходит. Мы зашли в подъезд, поднялись, поставили в квартиру, там было тихо, начали выходить из квартиры, и в арке между двором и проспектом Независимости подъехал неожиданно бусик, и, как у нас в последнее время, к сожалению, в Беларуси бывает, оттуда вышли люди, неизвестные люди, да, они нас этот бусик затолкали, и вся наша история началась. Прежде всего их интересовала возможность вывода Марии Колесниковой за границу. Они это объясняли необходимостью деэскалации, по их мнению, обстановки в стране. И один из вариантов, который был предложен, это такой, чтобы мы на моем личном автомобиле втроем переехали границу. Но, с другой стороны, мы с Марией очень часто обсуждали этот вопрос, связанный с ее отъездом, и однозначно наша позиция всегда была такая, что мы в целом ни при каких обстоятельствах стараемся территорию Республики Беларусь не покидать, потому что мы должны находиться вплотную к событиям, которые происходят. Сразу же они сказали, что можно помочь и себе, и Ивану, и всем нам, и что есть отличное решение, которое нашли, что мы все вместе поедем в автобусе до украинской границы, и на белорусской границе мы пересядем в автомобиль Ивана и поедем в сторону украинской границы. Ее вели, это было достаточно шумно, то есть было слышно, что ее ведут силой, что она сопротивляется. Ее насильно затолкали на заднее сиденье. Причем предварительно на заднем сиденье был включен режим, что изнутри двери не открываются. Ее затолкали и закрыли. Она не могла выйти, она кричала, что она никуда не поедет. Как только она оказалась в машине и увидела впереди свой паспорт, она сразу же взяла свой паспорт и порвала его на много мелких кусочков. Эти кусочки она взяла и пожмякала и выкинула в окно. Все новости дня в выпуске программы «Новости Татарстана» на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.